вышедших в последние годы, подготовленных географами нашего университета, и оставляю их для вашей библиотеки. Ну, а теперь непосредственно к докладу. Название доклада немножечко неправильно было названо. Я не занимаюсь программированием, занимаюсь прогнозированием конфликтов природопользования. Пожалуйста, следующий слайд. Да, забыла сказать, что работа выполнена в рамках гранта РФП. Теперь РФП обязаны оглашать их присутствие в любом докладе. Пожалуйста, следующий слайд. Вам хорошо известно, что в последние годы в нашей стране принят ряд очень важных документов, определивших на многие годы вперед развитие арктической зоны Российской Федерации. Ну и, наконец-то, указом президента были хоть как-то определены границы этой зоны. Не будем дискутировать, правильно или неправильно, но Государственная Дума в течение 10 лет, занимавшаяся этим вопросом, так и не сумела это сделать. Титульные листы ряда этих документов наиболее важных перед вами. Во всех документах приоритеты развития, связанные с промышленным развитием, преимущественно добычей полезных ископаемых, и с транспортным природопользованием, как уже в освоенных районах Арктики, так и в новых. Во всех документах декларируется приверженность постулатам устойчивого развития. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, вам хорошо известна эта схема Минэкономразвития, где показаны опорные зоны, где будет происходить ускоренное развитие арктической зоны Российской Федерации. Среди них и Воркутинский район Республики Коми. Но приверженность к постулатам устойчивого развития предполагает, что при освоении нужно избегать возникновения конфликтов природопользования или хотя бы смягчать их остроту. Пожалуйста, следующий слайд. Конфликты природопользования экологического плана представляют собой дисбаланс в системе природы, населения и хозяйства, которые вызваны несогласованной эксплуатацией экосистемных услуг различных видов природопользования, связанных как с природными, так и с социально-экономическими факторами. Для Арктики характерна большая специфика конфликтов природопользования. Во-первых, это очень большие площади затронутых земель. Во-вторых, это относительная молодость конфликтов до полувека. Развитие в условиях низкой устойчивости экосистем к антропогенному воздействию. Возрастающая вариабельность появления конфликтов в связи с быстрыми изменениями климата. Прямая угроза потери глобального экологического буфера и вероятность социально-экологической дестабилизации. Следующий, пожалуйста. Большая часть конфликтов природопользования связана с избыточной, либо уже существующей, либо потенциальной эксплуатацией экосистемных функций природных ландшафтов, которые не отличаются высоким энергетическим потенциалом, которые определяют пулы экосистемных услуг. Следующий, пожалуйста. Различные виды природопользования характеризуются определенной интенсивностью вещественной